Статистика ДТП в Ингушетии улучшилась. В республике меньше нарушали правила, сократилось число аварий. Снизилось и количество погибших, в общем на 16%. За 2021 год зафиксировано 160 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 человек погибли и около 250 пострадали. Если в сравнении с аналогичным прошлым периодом, у нас есть, конечно, снижение. Из числа у нас погибших в этом году у нас 49, а в прошлом году было 65. Из числа раненых в этом году 255, в прошлом году 345. В этом году выявлено около 200 тысяч правонарушений. Самые распространенные из них – это превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. Именно эти нарушения, как правило, приводят к летальным исходам. Еженедельно, конечно же, фиксируются также административные правонарушения. Это не маленькие цифры, около 2 с лишним тысяч нарушений, которые фиксируются еженедельно. Это и скоростной режим, это и выезд на полосу встречного движения. К сожалению, в числе нарушителей у нас есть лица, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии, будучи лишенными права управления, без права управления. Это те люди, которые, к сожалению, совершают злостные нарушения правил дорожного движения ввиду того, что они приводят к тому, что люди калечатся из-за них по их вине, происходит ДТП, и аварийность на дорогах остается всецельно под контролем. Эти ситуации анализируем, и ввиду того, что насколько нам дает аварийность тот или иной участок, либо же город и район, выставляются отдельные распоряжения, отдельные указания отработки данных видов нарушений и той профилактики, которая должна была быть. Чтобы снизить количество ДТП и тяжесть последствий, госавтоинспекцией также реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику грубых нарушений ПДД и устранение причин и условий, способствующих их совершению. Все это помогло добиться положительных результатов. Комплексно проводятся мероприятия по отработке отдельных видов нарушения. В них входят и, конечно же, самые основные те причины, которые бывают именно ДТП, это и выезд на полосу встречного движения, это и тонировка, это и подложные регистрационные знаки, это скоростной режим. Также общецельно, комплексно проводятся ежедневно профилактические рейдовые мероприятия и проводится профилактика, то есть агитационно, информационно-пропагандистские мероприятия, которые уже на сознание наших граждан очень сильно влияет, проводится и работа с такими гражданами, конечно, разъяснительная, кто не понимает, то, конечно же, привлекается к административной ответственности. Что поможет еще больше снизить количество аварий – это сознательность самих водителей. Чаще всего аварии на наших дорогах случаются в период мархаш по воскресеньям, когда ДТП провоцируют машины из свадебных кортежей, и по традиции в неожиданный первый снег. Муслим Ганиев, Мухаммед Белакиев, Новости 24.